поделиться, чтобы все восхитились ею. Пока без сценической одежды и костюмов. Из атрибутов лишь телекамеры и фотоаппараты. Это репетиция любовного напитка. Именно так начинается опера «Доницетти». По задумке режиссера Ильи Можайского на сцене снимается видеоролик. Премьера фестиваля комическая, насыщена прекрасными мелодиями и интересным сюжетом. Это знаменитая опера, которая практически известна не только в России, во всем мире. И она очень сложна вокально. И тем не менее, нам очень хотелось, чтобы эта опера дала определенный толчок для солистов театра. Вот. Кроме того, хотелось, чтобы у зрителя, который придет сюда, был праздник. Поэтому это комическая, очень озорная опера, очень веселая. Программа юбилейного 30-го фестиваля насыщена. Премьерой сезона выбран балет «Золушка». Уникальность постановки нашего театра в бережном сохранении авторского замысла и в изучении оригинального авторского либретто. Новое прочтение дополняет музыку Сергея Прокофьева. А вот Евгения Онегина на нашей сцене на сей раз исполнит лучший Онегин России, солист музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Евгений Кочуровский. Кстати, эта постановка И. Бобраковой была выбрана не зря, ведь она основатель фестиваля. Первый весенний праздник оперного и балетного искусства в Коми прошел еще в 91-м. Все эти годы он не только принимал звезд мирового оперного уровня, но и помогал успешно развиваться молодым артистам. Сегодня у фестиваля более благоприятная судьба. Фестиваль пользуется поддержкой, очень хорошей поддержкой и Министерства культуры Республики Коми, правительства республики, и финансовой поддержкой Министерства культуры Российской Федерации. Все это, конечно, дает нам надежду на то, что фестиваль будет не только продолжаться, но будет очень успешно развиваться, расширяться, укрупняться. Будет очень интересным событием на многие годы вперед. Еще один фестивальный десерт для особых ценителей театральной хореографии. Вечер одноактных балетов. 15-го для нас такая долгожданная премьера. Кончерто барокко «Баланчина» на музыку Баха, концерт для 2 скрипок. Уже много мы говорили и с журналистами на эту тему. Это, конечно, большая удача для театра, потому что фонд «Баланчина» нам доверил и дал разрешение на эту постановку. Это очень интересная работа, очень сложная. Я думаю, что для артистов это в первую очередь колоссальный опыт, который, возможно, больше им не придется на себе почувствовать и ощутить. Потому что фонд очень серьезно отслеживает, дает лицензию на определенный период исполнения, потом просматривает эту постановку, и наше исполнение, если удовлетворяет его, то они продлевают лицензию и так далее. За время существования у фестиваля сложились свои традиции, как, например, гала-концерт. Его в этом году посвятят 30-летию фестиваля. А вот закроет Сыктывкар Сатулыс концерт Дениса Мацуева. Причем без сюрприза для публики не обойдется и в этот раз. Будет презентован новый рояль, один из лучших в мире. Он был подарен театру партнерами в конце прошлого года. А еще в рамках фестиваля пройдут мастер-классы для вокалистов, дискуссионные площадки о культуре и тематические выставки. Анастасия Тюрина, Олег Юшков, телеканал Юрган.